Празднование годовщины единения Ингушетии с Россией – дело масштабное и при этом затратное, считают жители региона, по мнению которых средств на проведение концертной программы у республиканского бюджета нет. 10 октября на территории стадиона имени Дьякова в городе Сунжа запланирована настоящая концертная программа по случаю празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Средства на проведение которых, по словам Марьям Амриевой, выделены президентом России из резервного фонда. Далее, по словам председателя правительства, денежные средства в размере 310 миллионов рублей пойдут на ремонт и реставрацию объектов культуры и приобретение музыкальных инструментов для всех домов культуры. Для проведения этих масштабных мероприятий в бюджете республики денег нет. И ни одна копейка на эти мероприятия из бюджета республики не предусмотрена. Деньги эти на проведение вот этого плана, о котором я говорила, они выделены президентом Российской Федерации из резервного фонда президента Российской Федерации. Именно по обращению главы нашей республики Махмута Али Мукшарифовича Калиматова. И выделены порядка чуть больше 300 миллионов рублей. И эти деньги, они должны быть расходованы исключительно на реализацию плана, о котором я сказала, который был утвержден Министерством культуры Российской Федерации. А на концерт у нас предусмотрено 35 миллионов. Но я вам хочу сказать, что это сделано для того, чтобы дать людям праздник, дать людям такой хороший позитив. Это будет прекрасное мероприятие. Хотелось бы еще остановиться на одном моменте, что вот это празднование 250-летия, оно у нас не только, еще раз повторюсь, вот концерт, но очень много мероприятий предусмотрено, которые оставят след, хороший след в развитии нашей культуры, нашей республики. В общем-то, эти деньги пойдут не только на данное мероприятие, но будет отремонтировано, уже идет к завершению ремонт нескольких объектов культуры, которые были у нас проблемными. Также все дома культуры будут оснащены музыкальными инструментами, пошиты, куплены костюмы для наших ансамблей. Закуплено очень мощное, хорошего качества звуковое оборудование для наших объектов культурного назначения. Будут изданы посвященные 250-летию книги, сборники. Проведение культурно-развлекательной программы не должно быть сопряжено с риском для здоровья жителей республики. Так, по рекомендациям Роспотребнадзора, на месте проведения концерта будут предприняты меры против распространения коронавирусной инфекции. Конечно, в этой связи предусмотрены беспрецедентные меры безопасности в плане распространения ковида. Беспрецедентные. Будет обрабатываться неоднократно до начала концерта и после концерта. Значит, все объекты, которые расположены на стадионе. Каждый посетитель будет тестироваться на предмет, значит, температуры. Каждый посетитель будет иметь маску, будут обрабатываться руки. И, конечно же, будут соблюдены остальные меры, которые предусматривает, которые нам предписывает Роспотребнадзор.